Стейси Уильямс с головой уходит в творческий процесс. Когда я пишу картины, я не существую для внешнего мира. Я не думаю о счетах, о том, что будет на ужин. Я полностью погружаюсь в работу. Результаты которой говорят сами за себя. Ее картины такие яркие, они полны жизнью. Они вдохновляют не только меня, но и покупателей. Быть может, не менее вдохновляющая и сама автор этих работ. Стейси Уильямс «Бездомная». Бывшая ветеран ВВС США проработала в Гарвардском университете 10 лет. В 2009 году она потеряла работу. Рецессия ударила по мне очень больно. Работы не было никакой. Ни временной, ни постоянной, ни по контракту. Вообще ничего. Стейси нуждалась в дорогостоящем лечении шейки бедра. Боль была настолько сильной, что в конечном итоге она не смогла больше работать. Один из стереотипов о бездомных, который меня сильно раздражает, это распространенное мнение о том, что все они просто ленивые люди. Это совершенно не так. Чаще всего люди становятся бездомными в результате чрезвычайно тяжелых жизненных обстоятельств. Лиз Пауэрс основала НКО под названием Artlifting. Этот стартап помогает бездомным и тяжелобольным художникам продавать свои работы. На сегодняшний день в США существует 1000 художественных групп, которые живут в приютах для бездомных и на социальном обеспечении. Мы работаем с ними, отбирая их лучшие картины для продажи. Помимо картин, НКО Artlifting продает сумки и чехлы для телефонов с принтами этих произведений. В ее магазинах в 19 городах страны выставляются 100 художников. 55% прибыли перечисляется им. Стейси Уильямс до сих пор помнит свою первую проданную картину. Это был мой первый денежный чек за долгое время. Я чуть не расплакалась, хоть он и был на $35. Стейси и представить не могла, что однажды она сможет зарабатывать на жизнь искусством. Наши художники знают, что мы работаем с ними не из жалости. Они профессионалы. Их работы отобрали по этой причине. Несмотря на все перипетии судьбы, творческий дух Стейси Уильямс не сломлен. Я навсегда запомнила одно выражение. Даже сломанный мелок может рисовать.